По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения пособия по безработице. Прокуратурой Московского района города Чебоксары проведена проверка правомерности постановки граждан на учет в органах занятости и получения пособия по безработице. Установлено, что 27-летняя жительница города Чебоксар в октябре 2019 года обратилась в Центр занятости населения Чувашской Республики в целях содействия в поиске подходящей работы. При постановке на учет в качестве безработной она сообщила специалисту Центра занятости населения о том, что не является предпринимателем по трудовому договору, соглашению, контракту, договору подряда, на временных работах не работает, учредителем организации не является. Также она официально под роспись обязалась уведомить службу занятости в случае трудоустройства. Проверочными мероприятиями установлено, что в период нахождения ее на учете в Центре занятости населения и в связи с этим ежемесячного получения пособия в ноябре 2019 года она трудоустроилась по предыдущему месту работы, о чем в службу занятости не сообщила, с учета не снялась, продолжала получать назначенное пособие. Материалы проверки направлены прокуратурой в органы полиции для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159.2 УК РФ «Мошенничество при получении выплат». В настоящее время уголовное дело возбуждено. По требованию прокуратуры Ядринского района детская игровая площадка приведена в надлежащее состояние. Прокуратурой Ядринского района проведена проверка по публикации в сети интернет о ненадлежащем состоянии детской игровой площадки в одном из дворов города Ядрин. Проверкой установлено, что элементы благоустройства, а также сооружения, предназначенные для игр детей, расположенные на придомовой территории, действительно находятся в ненадлежащем состоянии и представляют угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних. По факту выявленных нарушений прокуратурой района в адрес администрации Ядринского городского поселения внесено представление с требованием их незамедлительного устранения. В настоящее время основная часть нарушений устранена. Устранение оставшихся выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры района. По требованию прокуратуры Вурнасского района глава сельского поселения привлечен к ответственности за несвоевременное рассмотрение обращения. В ходе рассмотрения обращения гражданина прокуратурой Вурнарского района в деятельности администрации Янгорчинского сельского поселения Вурнарского района выявлено нарушение законодательства. Установлено, что в нарушение требований федерального закона о порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации главой Янгорчинского сельского поселения нарушен 30-дневный срок рассмотрения и дачи ответа заявителю. По результатам рассмотрения материалов проверки прокуратуры виновное должностное лицо привлечено судом к административной ответственности по статье 5.59 КоАП РФ «Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами муниципальных учреждений» с назначением наказания в виде штрафа в размере 5000 рублей. Постановление не вступило в законную силу. Вынесен приговор в отношении преподавателя высшего учебного заведения за получение взяток. Московским районным судом города Чебоксары вынесен приговор в отношении 66-летнего доцента кафедры фармакология, клиническая фармакология и биохимия ЧГУ имени Ульянова. Он признан виновным в совершении 2 преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации – получение взятки в значительном размере. Судом установлено, что в один из дней середины июня 2018 года обвиняемый получил через посредника взятку в размере 40 000 рублей за сдачу студенткой медицинского факультета экзамена по дисциплине фармакология. Также обвиняемый в мае 2019 года частями получил от другой студентки медицинского факультета через посредника взятку за отработку пропущенных тем, погашение академической задолженности и сдачу экзамена по дисциплине фармакология в размере 30 000 рублей. Государственным обвинителям представлены достаточные доказательства, подтверждающие виновность подсудимого к инкриминируемым ему деяниям. С учетом личности виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 250 000 рублей с лишением права заниматься преподавательской деятельностью в высших и средних специальных учебных заведениях в системе образования Российской Федерации сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил. Отмечаем, что в настоящее время СУ СКР по Чувашии возбуждены уголовные дела в отношении лиц, передавших взятку преподавателю. Прокуратура Яльчикского района требует привлечь к ответственности лицо, транспортировавшее древесину без документов. Прокуратура Яльчикского района по факту незаконной порубки лесных ресурсов на территории Яльчикского района, совершенной лесником Трехбалтаевского участкового лесничества БУ Шемуршинское лесничество, Минприроды Чувашии в мае 2020 года, проведена проверка на предмет нарушений требований действующего лесного законодательства. Установлено, что лесник, используя свое служебное положение, без разрешения и не имея документов, дающих право на рубку леса, 14 мая 2020 года, находясь на лесном участке Трехбалтаевского участкового лесничества, незаконно срубил 13 деревьев породы сосна
в общем объеме более 17,5 кубических метров, а затем реализовал индивидуальному предпринимателю за 54 тысячи рублей. Общий ущерб незаконными действиями лесника составил более 530 тысяч рублей. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации. По результатам проверки в деятельности индивидуального предпринимателя, закупившего древесину, прокуратурой установлен состав административного правонарушения по факту ее перевозки без соответствующего сопроводительного документа. Часть 5 статьи 8.28.1 КоАП РФ. Административный материал направлен в суд для рассмотрения по существу. Прокуратурой города Новочебоксарск выявлено нарушение законодательства при трудоустройстве бывшего государственного служащего. Прокуратурой города Новочебоксарска проведена проверка соблюдения законодательства о противодействии коррупции при трудоустройстве бывших государственных служащих. Установлено, что в акционерное общество «Поволжский центр тракторов и строительно-дорожных машин» принят на работу гражданин, ранее замещавший должность государственной гражданской службы. В нарушение требований статьи 12 Федерального закона о противодействии коррупции письменная информация о трудоустройстве бывшего государственного гражданского служащего в предусмотренный законом 10-дневный срок с момента трудоустройства руководителем предприятия по последнему месту работы не отправлена. В этой связи прокурором города в отношении организации ее руководителя возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 19.29 КоАП РФ «Незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего», которое направлено для рассмотрения в суд. По результатам рассмотрения дела юридическое лицо привлечено к ответственности в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей. Должностное лицо в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей. Прокуратура Калининского района города Чебоксары предостерегла муниципальные учреждения от нарушения закона при оплате подрядчику проведенных работ. Прокуратурой Калининского района города Чебоксары в ходе проверки обращения субъекта предпринимательской деятельности установлено, что между Детским оздоровительно-образовательным центром «Бригантина» города Чебоксары и ООО «Индустрия» заключен договор по текущему ремонту в помещениях здания столовой. Указанные ремонтные работы были проведены. Однако, после подписания актов приемки, бюджетное учреждение со ссылкой на неблагоприятную санитарно-эпидемиологическую обстановку заявило об отсутствии возможности оплатить выполненные работы, в связи с чем предложило заключить дополнительное соглашение о переносе срока оплаты до 31 декабря 2020 года. При этом в качестве своих доводов они указывали на отсутствие финансовых ресурсов вследствие непреодолимой силы. Вместе с тем, согласно требованиям закона, а также разъяснениям Пленума Верховного Суда Российской Федерации, фактическое отсутствие необходимых денежных средств у организации не может являться обстоятельством непреодолимой силы. Принимая во внимание, что по состоянию на 5 июня 2020 года предельные сроки оплаты выполненных работ для учреждений не наступили, прокуратурой района руководителю муниципального учреждения объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона. Надлежащее исполнение обязательств находится на контроле прокуратуры района. Оставлен без изменений приговор в отношении бывшего заместителя председателя Республиканского кабинета министров. Верховный суд Чувашии оставил без изменения приговор в отношении экс-заместителя председателя Кабинета министров Чувашской Республики, министра экономического развития, промышленности и торговли Чувашской Республики. Ранее судом первой инстанции установлено, что бывший заместитель председателя Республиканского кабинета министров, занимая государственную должность Чувашской Республики, из корыстной и иной личной заинтересованности, явно злоупотребляя своим должностным положением, допустил совершение хищения денежных средств из республиканского бюджета путем незаконного предоставления двум коммерческим организациям ООО «СК Куб» и ООО «Спецмонтаж» субсидий на возмещение части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития либо модернизации производства товаров. При этом обвиняемый, злоупотребляя своим должностным положением, также необоснованно предоставил имущественную выгоду указанным коммерческим организациям перед другими субъектами предпринимательской деятельности, желающими участвовать в конкурсном отборе на получение данных субсидий. По уголовному делу также признаны виновными и иные лица, которые обманным путем содействовали в незаконном получении субсидий. Общий ущерб, причиненный совершенными преступлениями, составил более 23,8 миллиона рублей, который возмещен обвиняемыми в ходе предварительного следствия. Действия бывшего заместителя председателя Республиканского кабинета министров суд квалифицировал по части 3 статьи 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями, повлекшие тяжкие последствия». И с учетом позиции государственного обвинения назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. В качестве дополнительного наказания определено лишение права занимать руководящие должности в государственных органах
и организациях на срок 3 года. Осужденный был уволен с занимаемой должности. Действия других подсудимых квалифицированы по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, с назначением наказания в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима». Одной из осужденных исполнение наказания было отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста. Не согласившись с приговором суда, сторона защиты обжаловала судебное решение по мотивам того, что в их действиях отсутствует состав какого-либо преступления. Суд апелляционной инстанции, с учетом позиции прокуратуры республики, оставил данный приговор в части квалификации и назначенного наказания без изменений. Судебное постановление вступило в законную силу. Данные предоставлены пресс-службой прокуратуры Чувашской республики. Читал Демин Павел.